11 декабря 2002 года. Открыта новая страница в истории нефтехимии Татарстана. Пуск базового комплекса знаменует развитие еще одной отрасли промышленности нашей республики – нефтепереработки. Всего 4 года назад был заложен этот камень. Отныне комплекс, рассчитанный на ежегодную переработку 7 миллионов тонн высокосернистой нефти, позволяет получать дизельное, котельное, реактивное топливо, другие виды высококачественной, экологически чистой продукции. В тот же день президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев вручил награды отличившимся участникам сооружения нового завода. Казанский государственный университет. Как сказал поэт, горделивость Казани. Скоро ему исполнится 200 лет. 50 из них существует кафедра радиофизики. «20 лет возглавлял кафедру Тансык Кавиевич Нижметдинов, сын известного советского писателя Кави Наджми, продолжатель славного рода Нижметдиновых. Род очень древний, начало берет с конца XVI века. Первым в роду был Алтанай, по-другому Алтынбай. В конце XVIII века представитель нашего рода был председатель Духовного мусульманского собрания России Ханбек. И наша фамилия, как таковая, Нижметдин, появилась в середине XIX века. Это был мой прапрадед Гимаддин Нижметдин. В переводе с арабского Нижметдин означает «звезда веры». Вся жизнь Тансыка Кавиевича связана с радио. Впервые с понятием радио я встретился в 30-х годах, когда появились громкоговорители на столбах улиц Казани. В дальнейшем с этим понятием я встретился, когда начал служить в армии. Меня комиссовали из Качинского училища летчиков-истребителей и направили в 3-й отдельный учебный полк в Саратов, радиотехнический, где меня обучили профессии локаторщика, оператора. Нас обучали работе на отечественных локаторах, на американских, на канадских. И после этого меня направили уже служить дальше в Среднюю Азию. После демобилизации куда поступать? И вот я решил продолжить свое радиообразование. И вот тогда я попал на кафедру радиофизики Казанского университета. На кафедре радиофизики в то время работало 4 преподавателя, 1 лаборант, 1 учебный мастер, приборов минимум, 2 учебных лаборатории, элементную базу преподаватели и студенты покупали на толкучке, на суконке. Основное развитие материальной базы кафедра получила в 70-е и 80-е годы, время бурного развития оборонной промышленности страны. За эти годы на кафедре были подготовлены 12 кандидатов наук, 5 из них стали докторами, 3 академиками. Казанский университет
и в настоящее время сохраняет ведущую роль среди научных центров России. Пожалуй, только специалист может определить по характеру этих самых разных работ руку одного мастера. Книжная графика, живописные полотна, портреты, костюмы для артистов национального ансамбля. Наверное, только собранные вместе на юбилейном вернисаже они наиболее полно отражают многогранный талант художника, мир, в котором творит Фарида Хасьянова. Юбилей, торжества, миг нашей жизни. В основном каждодневные житейские хлопоты. Как же все-таки сегодня живется художнику? Непросто, непросто. Время тяжелое для всех одинаково. Как для учителей, врачей, вот для киношников, писателей, так и для художников. Очень тяжелое время. А особенно женщине это еще труднее. Если уж мужчины наши жалуются, женщине труднее, это уже очевидно. Поскольку быт, который лежит в основном на плечах женщины, его ведь не переложишь ни на кого. Поэтому если мужчина хоть защищен семьей, заботой жены, то женщина, она, как правило, все перекладывает на свои плечи, и здесь вот удваивается проблема. И нужно выбирать, что важнее. Ну, уже все поставлено на это, и творчество – это уже моя жизнь. Это уже то же самое, что дышать воздухом, то же самое, что пить воду. Вот так и живет Фарида Хасьянова. Творит вопреки житейским хлопотам, заботам, трудностям. Главный художник журнала «Идель». В издательстве «Магариф» постоянно выходят книги с ее иллюстрациями. Сейчас мы с мамой вдвоем в этом доме. Сын у меня в Германии, в аспирантуре Боннского университета. Вот ждем его. Надеемся, что уже приедет доктором наук. Очень бы хотелось это все увидеть, поздравить его и встретить в этом доме, сделать праздник. Пожелаем Фариде Хасьяновой побольше радостных дней и новых творческих открытий.